Привет, это English Show. Сегодня мы с вами будем изучать английский с помощью крутой песни, настоящей классики, песни Beatles «Yesterday». Кстати, эта песня изначально должна была называться «Scrambled Eggs» – «Яичница». Представьте, как это было бы забавно, если бы мы пели «Scrambled Eggs». 3, 4. Scrambled eggs. Oh my baby, how I love your legs. В общем, ладно. В общем, давайте приступим. Yesterday. Думаю, что все вы знаете, что это переводится «вчера» или «вчерашний день». Автор этой песни Пол Маккартни, поэтому я все время буду говорить, что здесь Пол поет. Yesterday. Итак, yesterday – «вчера». All my troubles seem so far away. All my troubles seemed so far away. Дословно, все мои проблемы казались такими далекими. Да и по смыслу переводится так же. Слово seemed означает казались. Глагол seem означает казаться. И окончание ed в конце этого слова означает, что они казались мне в прошлом. Мои проблемы far away такими далекими. Now it looks as though they're here to stay. Дальше Пол продолжает. Now it looks as though they're here to stay. Now it looks as. Сейчас это выглядит как. Looks или looks as может переводиться как казаться, или похоже на то, или как будто. Но основной его перевод это выглядит как. Though переводится все же, однако, тем не менее, или хотя. They are here to stay. Они, то есть его проблемы, here to stay, здесь, чтобы остаться. Смысл этой строчки в том, что сегодня Полу кажется, что эти проблемы его, они останутся с ним надолго, навсегда. Хотя вчера ему так не казалось. Oh, I believe in yesterday. Дальше Пол продолжает. Oh, I believe in yesterday. Я верю во вчерашний день. Слово believe означает верить. Дальше Пол поет. I'm not half the man I used to be. Suddenly. Suddenly означает внезапно или вдруг. I'm not half the man I used to be. Вот это очень интересно. I'm not half the man I used to be означает я совсем не тот человек, каким был раньше. Или совсем не тот, каким был раньше. Слово half обычно означает половина. И все, что связано с половиной, ополовиниваем чего-то и так далее. Но еще слово half может переводиться как совсем, вовсе или отнюдь. В отрицательном значении как бы. Например, можно сказать I don't half like it. Мне это совсем не нравится. Дальше в этой строчке есть такие слова. Used to. Конструкция used to. Used to это модальный глагол. И он описывает действие или состояние, которое регулярно имело место в прошлом. И, скорее всего, сейчас уже не продолжается, не имеет места. Например, можно сказать We used to worry so much about money. Раньше мы очень сильно переживали насчет денег. Раньше переживали, но сейчас не переживаем. Поэтому эту строчку можно перевести, что я совсем не тот человек, которым был раньше, которым привык быть раньше. There's a shadow hanging over me. There is a shadow hanging over me. Здесь тоже много интересного. There is – это конструкция, которая выражает, что где-то что-то есть или где-то что-то существует. И в этой строчке она сокращается до there's. Shadow – это слово мы обычно переводим как тень. Тень от человека или каких-либо предметов. Но еще shadow может переводиться как уныние или грусть. А слово hanging over частенько в разговорной речи переводится как тусоваться, зависать с кем-либо. Но основное значение этого глагола – это нависать над кем-то или над чем-то. Поэтому здесь Пол имеет в виду, что надо мной нависло уныние или грусть. Oh, yesterday came suddenly. Oh, yesterday came suddenly, продолжает Пол. Вчерашний день пришел внезапно. Слово suddenly мы уже переводили, а слово came – это прошедшая форма от глагола come – приходить. Три формы – come, came, come. Why she had to go. Дальше Пол поет. Why she had to go. Why – это означает почему. She had to go. Ей нужно было уйти или ей пришлось уйти. Had to – это очень интересная конструкция. Это прошедшая от модального глагола have to. Have to означает, что я вынужден или должен что-либо сделать. Например, в настоящем времени. Ты сидишь в гостях, время уже поздно, и ты говоришь It's late, I have to go. Уже поздно, я должен идти. А если мы говорим про прошлое, например, про вчерашний день, как в этой песне, It was late, so I had to go. Было уже поздно, и мне было нужно уйти. Итак, почему ей нужно было уйти, поет Пол. Дальше он продолжает. I don't know, she wouldn't say. I don't know.
she wouldn't say. I don't know означает я не знаю. She wouldn't say, она бы не сказала или она бы не призналась. Модальный глагол would имеет много разных значений и сфер употребления, но чаще всего слово would или wouldn't аналог нашего русского бы. Например, я бы сделал что-то или я бы не сделал что-то. Например, I wouldn't recommend this film. Я бы не рекомендовал смотреть этот фильм. Поэтому в нашей строчке я не знаю, она бы все равно мне не сказала или не призналась бы. Дальше Пол поет. I said something wrong. I said something wrong. Said – это прошедшее от глагола say – сказать. Я сказал something wrong – что-то не то. Слово wrong – это противоположность слова right. Right – правильно, wrong – неправильно, неверно. А слово something переводится что-то, либо что-либо. Итак, я сказал что-то не то. Now I long for yesterday. Пол продолжает. Now I long for yesterday. Сейчас я тоскую по вчерашнему дню. Почему тоскую? Слово long мы привыкли переводить как слово длинный. Но еще long может переводиться как страстно желать чего-то, стремиться. Или long for somebody, то есть по кому-то тосковать или скучать. И здесь, в этой песне, Пол скучает по вчерашнему дню. Он страшно жаждет, чтобы этот вчерашний день вернулся снова. Он по нему тоскует. Дальше. Yesterday, love was such an easy game to play. Yesterday, love was such an easy game to play. Вчера любовь казалась такой простой или легкой игрой. Слово was – это прошедшее от глагола be – был. А слово such – это эмоциональное усиление. Это слово такой, например, такая классная погода или ты такой классный парень. Или it's such a good song. Это такая классная песня. Поэтому слово such – это эмоционально сильное слово, которое означает такой. An easy game to play – легкая игра. Почему здесь артикль an стоит перед словом easy? И он n, а не e. Это слово game начинается на согласную букву. Здесь все просто. Когда описательное прилагательное в английском языке начинается на гласную букву, то артикль мы ставим в зависимости от того, с какой буквы начинается прилагательное. Например, an old house, хотя слово house начинается с согласной буквы, слово old начинается с гласной. И мы говорим не a old house, а an old house. Или an orange car. Слово car начинается на согласную, но мы смотрим на слово orange, которое начинается на гласную букву. Дальше Пол продолжает. I need a place to hide away. Now I need a place to hide away. Сейчас мне нужно место, где я мог бы спрятаться, или где можно спрятаться. Слово hide или hide away означает прятаться. Например, игра в прятки в английском языке будет hide and seek – прятаться и искать. Дальше Пол завершает. Oh, I believe in yesterday. Oh, I believe in yesterday. О, я верю во вчерашний день. Если ты не все сумел помять... Если ты не все успел понять из этого выпуска, то открывай текстовую версию этого выпуска на нашем сайте. Ссылка в описании. Дорогие друзья, если вы и дальше хотите, чтобы мы делали уроки по песням, то ставьте лайк. Если вам этот формат не нравится и вы не хотите, чтобы мы делали уроки по песням, ставьте дизлайк. Если же вы все-таки хотите уроки по песням, то пишите в комментариях, какие песни вы хотели бы увидеть и услышать в наших последующих уроках. Также хотим вам напомнить, что у нас есть уроки по скайпу, на которые вы можете записаться, оставив заявку на нашем сайте. Первый урок бесплатно. Также, дорогие друзья, мы просим вас о том, чтобы вы продолжали поддерживать наш проект, например, тем, что будете рассказывать о нас своим друзьям. Это очень важно. Итак, это были English Show. Пока!